22 ноября, и сегодня у нас разбор тестовых вариантов заданий. Сейчас будем работать в таком формате. Сначала я вам дам какое-то задание для того, чтобы вы выполнили в течение определенного времени, а затем, по истечению этого времени, мы с вами разберем это задание сразу же. Так. Countdown. Наше первое задание. В читальном зале библиотеки 24 человека, средний возраст 21. С зала ушел один человек, средний возраст оставшийся 20. Сколько лет человеку, ушедшему из зала? Давайте на это задание мы уделим с вами 1,5 минуты. Как здесь будет, час, минута 30. Мы завершим и перейдем к разбору этого задания. Здравствуйте, Алижан, Арнур. Так, у нас сейчас выполнение задания на время. Здравствуйте. И 30 секунд осталось. Это тест? Нет, не тест. Сейчас будем выполнять задание. Сначала время на решение, а затем вместе разбираем. И хорошо, время вышло. Так, у кого готов ответ? А вы уже много задач решили? Нет, только первое. Еще это самое первое. Хорошо. А? Хорошо, у кого какие варианты есть? Кто закончил? Или еще нужно времени? Тусар, здравствуйте. Я не допонял. Это вот как раз из нашей последней темы, да? Сартай, Найля, Асия. Еще времени, Ердем? Я Я сейчас ничего, закончу. но Мне я 44 ничего не знаю. вышло. 44. Хорошо. У кого еще какие варианты? Найля, Асия, Ердем? Да, у меня тоже 44. Тоже 44. Хорошо. И теперь давайте выполним это задание. 24 человека, Ну, это такой же средний ответ. возраст 21. Ау? У меня такой же ответ. Ага, хорошо. Так. Алижан, давайте вместе с вами выполним. Алижан, вы здесь? Давайте Меня тоже включим так микро. вышло. Ага. Да, я тут. Алижан, что нужно нам сделать? Надо количество умножить на возраст. На средний возраст, да, и тогда найдем общую сумму. Хорошо. Что мы получим? 480, 504, да? Правильно я посчитал? Хорошо, Алижан, что теперь сделаем? Вот мы нашли, что средняя сумма всех возрастов 504. Значит, у нас было так, да? Было объем 24, средний возраст 21. Стало как? Надо теперь 20 умножить на 23. Стало, что объем, так как один человек ушел, было 24 человека, теперь один человек ушел, значит их 23 стало. И средний возраст был 21, стал 20. Значит, сумма возрастов теперь 23 умноженное на 20, 460.
Отсюда мы находим, Надо что потом эти возраст снимать. ушедшего, да, возраст ушедшего человека 44 года. Хорошо. У кого А какие есть вопросы? Жан, у Каусар? меня, Да, а, слушаю. будет читаться, ну, допустим, я решил почти полностью, я просто не понял, что мне делать с этими большими числами. Я думал, их надо как-то делить, оказывается, просто Нет, минусовать. там смотрите, там сейчас формат такой, что вам нужно написать свой ответ, да, свой вариант ответа. Учитывается только ответ, не решение. Поэтому, к Хорошо. сожалению, да, если не будет правильного ответа, то не засчитывается. А даже если, допустим, изначально ты решил правильно, Да. То есть в самом тесте хорошо. учитывается только ответ. Хорошо. Каусар, Арсен, есть вопросы? Алим, здравствуйте. Окей, перейдем тогда к следующему заданию. Так, еще давайте, ребята, включим камеры. Что-то мне никого не видно. Арай, какие есть вопросы? Следующее задание. И давайте минуту времени. Ну, хотя, возможно, вы, если встречали раньше такие задания, то минут их будет более чем достаточно. Если нет, то, возможно, придется потратить немного больше времени. Но ничего страшного. Сейчас вместе, если что, сделаем. Так, есть у кого уже ответ? С, думаю, что ответ С. С. Хорошо, Ердин говорит С. у меня больше К. А. Хорошо. Давайте тогда мы с вами посмотрим на У меня решение. С вышло. С, хорошо. И сразу же запомним также алгоритм решения похожей задачи. Разделим эту задачу на несколько мелких частей. Сначала рассмотрим первый десяток. Рассмотрим числа от 1 до 9. Рассмотрим промежуток от 1 до 9. Зачем? Ну, это однозначные числа. В этом промежутке сколько раз встречается цифра 6? Один раз. Один раз. Хорошо. Теперь рассмотрим промежуток от 10 до 99. 17. Нет, не 17. Хорошо, вот здесь будем внимательны и рассмотрим вот так. От 10 до 99. Это же 19 двузначное раз. число, да? У Да. двузначных чисел цифра 6 может быть в разряде единиц, может быть в разряде десятков. В разряде единиц это у каких чисел? 16, 26, 36 и так далее до 96. 9 раз. В разряде десятков же это числа 60, 61, 62 и так до 69 еще 10 раз. Значит, всего 19 раз. Верно? Да. Хорошо.
Значит, в промежутке от 1 до 99 встречается сколько раз? 20. 17. 20 раз, да? Тут А. 1 раз, тут 19, всего 20 раз. И точно так же в каждой сотне оно будет встречаться 20 раз. Значит, от 99 до 200 это будет 40 раз. Да, От от 1 1 до до 240 99 20 Да. раз, от 100 Значит, до 40. 199 Да. тоже Еще 20 раз. теперь от 200 до 236 встречается 4 раза. Там Мгм. 206, 216, 226, 236 и все. Да, от 200 до 236 просто рассмотрим, просто вот посчитаем буквально, да, там же немного. 206, 216, 226, 236, потому что включительно. И это 4 раза. Значит, всего 20, 24, то есть 44 раза. То есть здесь что надо запомнить? То, что в каждой сотне встречается каждая цифра 20 раз. Остальное можем вручную посчитать. Да, то есть само решение вот здесь, в нижней части. Сверху это немного предыстории, скажем так. Хорошо, ребята, какие есть вопросы? Алим, Арсен, Алишан, Арнур, Ерден, Рай? Нету Нету. вопросов. Нет? Хорошо. Решение понятно? Мгм. Да. Готовы к следующему заданию? Да. Да. Достаточно простое задание. Ну, думаю, минуты времени хватит. Слон на 480 килограмм или в 5 раз тяжелее слоненка? Сколько весит слон? А. Нельзя определить. Тоже Тоже А. У меня ей вышло. Хорошо. Так, Каусар, вы здесь? Да. Мгм. У меня Каусар, есть. что весит меньше, слон или слоненок? А, у вас Е, да, вы сказали? Да, как вы нашли Е? Это сортай. У меня есть. А, это сортай, хорошо. Да, Каусар, давайте вместе с вами решим. Что меньше, слон или слоненок весит? Что меньше весит? Слоненок. Пусть слоненок весит X, тогда слон весит, раз уж в 5 раз тяжелее, 5х. 5Х. 5х, да. И теперь 5Х насколько больше, чем Х? На 480. 5Х минус Х равно 480. Вот такое простое уравнение у нас. 4Х равно 480. Х равно 120. Значит, у нас слоненок 120 весит, а слон в 5 раз тяжелее. 120 умножить на 5 600. У меня Да. так вышло. То есть, как видим, задание на самом деле несложное. Теперь, ребята, когда некоторые из вас ответили А, почему вы решили, что ответ будет А? То есть то, что нельзя определить. Скорее всего, да, скорее всего, потому что условия, да, показались непонятными. Но тут написано слон на 480 килограмм или в 5 раз тяжелее. То есть слон на 480 тяжелее или в 5 раз тяжелее. То есть 400 на 480 и в 5 раз в данном случае равноценны.
Вот если бы звучало примерно так. Слон в 5 раз и еще на 480 тяжелее, тогда да, ответ был бы А. Но здесь вот это слово «или» позволяет нам составить такое уравнение. И да, уравнение достаточно простое. Решение тоже не должно занять много времени. Единственное, можете запомнить, что вот такая формулировка значит. Я сделал то, что один большой слон Хорошо. это 5 слоненков, а слон весит больше на 480 килограмм, чем слоненок. У меня система вышла, и я ее решил. Мгм, да, можно и так. Следующее задание. И время. В треугольнике АБЦ на продолжение медианы АД взята точка А, взята точка Е так, что АД равно ДЕ. Найдите угол АЦЕ, если АЦД 54, а АБД 40. Где 94 градуса? 94 градуса. Хорошо. Тоже 94, кажется. Тоже 94. Хорошо, есть два варианта. 94. Что в остальных? У меня 94. Тоже 94. Хорошо. А вот наш треугольник АБЦ. Точка А, точка Б и точка С. На продолжении медианы АД. Медиана, свойство медианы это что? Делить противоположную сторону на два равных отрезка, да? То есть BD равно DC. Взята точка Е так, что АД равно DE. То есть где-то вот здесь вот взята точка Е, и вот этот отрезок АД равен отрезку DE. Нам надо найти угол ACE, если ACD, вот этот угол, 54 градуса, а ABD, то есть вот этот угол, равен 40 градусов. Нам надо найти угол ACE, то есть, давайте еще третий цвет возьму. Надо найти вот этот угол. Хорошо, как получили 94? Мы просто 54 плюсуем 40. Хорошо, почему этого будет достаточно? Образуется параллелограмм. Параллелограмм, хорошо. Да. Потом, после параллелограмм, в параллелограмме, вот эти, которые, углы, которые противоположные, они равны всегда. Значит, если там, значит, возле 40 градусов, где АБД, будет возле него 54, а где АЦЕ, возле 54 будет 40. То есть там 90 и там 90 будет. Они Мгм. зеркальные.
Хорошо. Так, параллелограмм вы в школе прошли? Ну, по сути, общее просто взяли, поэтому... Нет. Мгм. Нет еще. В школе еще не Мы прошли, нет, мы но не хорошо. прошли. Да. Про параллелограмм Как есть понять, такое свойство, как, что... Да, слушаю. как понять, что четырехугольник является параллелограммом? Вот. Что такое параллелограмм? По сути, Это это четырехугольник, у Э, которого Надо противоположные делать две стороны прямые и две секущие. параллельно. параллельны. Теперь смотрите, у параллелограмма есть свойство и признак. Если у вас есть четырехугольник, у которого диагонали при пересечении делятся пополам, то это параллелограмм. Вот как здесь. АД равно ДЕ, БД равно ДС. АБ равно... Ой, не АБ, а... АД равно ДЕ, БД равно ДС. Отсюда следует, что АБЕС параллелограмм. То есть, когда диагонали при пересечении пополам делятся, Делятся это пополам, это параллелограмм? параллелограмм. Да. Теперь, если мы знаем, что они делятся пополам, то угол АБС и угол БЦЕ какие? Вот, смотрите, БЕ параллелен АС, потому что это параллелограмм. Из этого следует, что углы АБС и БЦЕ друг другу IDS Параллельно. Противоположные углы равны. равны, да, Они накрест лежащие. да, накрест лежащие, поэтому равны. Значит, тут тоже 40 градусов. Поэтому ответ 54 плюс 40. То есть 94 градуса. Ну, мы прибавляем, чтобы уравнять их как бы. Мгм. Да, Можно записать? да, давайте запишем. Окей. Следующее задание. Да. Ну, Да. думаю, секунд 30 на это должно быть достаточно. Сторона квадрата увеличили на 25%. Насколько увеличится площадь? Пятьдесят процентов. 50. Хорошо. Либо Б, либо Е. Окей. Ответ Е. Было как? Был У меня Е вышло. А умножить на А, А. То есть А в квадрате, да?
площадь изначально было, стало как? Увеличили на 25%, значит, стало 125%. 1,25 А умноженное на 1,25 А. Сколько будет 125 умноженное на 125? На какие? 156,25. Да. Это 1,56. Нет, 5625 десятитысячных А в Да, квадрате. так и выйдет. Вот это можно переписать, если умножить на 100, то это будет 100% вы... 156. Да. Что процент? Значит, было 100% А в квадрате, стало 156,25. Значит, стало больше на 56,25%. Хорошо, с этим заданием, думаю, сложностей нет у нас. Следующее. Мгм. У кого готов ответ? У меня ответ С. С. Можно решить? Ага, можно. Ердян, что нам нужно сделать? У меня А. Вначале нужно Алим найти, говорит, а. сколько составляет 520 грамм от первоначального веса 100 минус 35, да, это 65. Теперь если составить пропорцию и 0,65 умножить на х равно 520. Мгм. Правильно. 35% теряет, значит 65% остается. Получается 65%, то есть то, что осталось, это 520 грамм, а Мгм. изначально 100% это сколько? Вот такая у нас получается прямая пропорция. Значит, мы 520 умножаем на 100 и делим на 65, чтобы найти х. У нас будет 800. 800 грамм. Да, можем 100 и 65, если сократить на 5, то тут 13, то тут 20. Теперь 520 и 13, если сократить, то тут будет 40 и тут будет 1. Получается 800 грамм. Ответ – вариант С. Можете задачу объяснить? Я неправильно ее решил. Мгм. Вот у нас есть сырое мясо. Пусть вот это будет синим, я обозначу сырое мясо. Что с ним происходит, говорят? При варке Оно теряет 35%. вот то, что потеряла, я разделю, да? Вот это пусть будет часть, которую она потеряла. Это 35%. А вот то, 35 часть, которая осталась, это 520 грамм. И 520 грамм, Жан, соответствует скольким процентам?
520 грамм. Ну, если так, 65. Вот получается 520 грамм это 65%, а Ага. вот это вот все целиком сколько грамм спрашивают? Ну, я просто недостающие, от 200 грамм отнял там, и 35% у меня 182 грамма. Я просто прибавил, у меня 702 получилось. И я А как вы нашли 182? просто на проценты разделил. Что на что разделили? 520 там умножил на 100 и после поделил На сколько? На 35? на 35, да. Смотрите, вы же не можете... 520 это 65, это вот эта часть. Вот эта часть сколько грамм? Вы же не знаете. А, Вы могли 520 на 65 разделить. То есть ответить на вопрос 520 это 65% какого числа? И получите 800. То есть 520 делим на 65%. все, тогда понял. Хорошо, следующее задание. А тут тоже надо процент, в прошлом задании там же надо было процентный посчитать, да? Да, там в граммах надо было посчитать. Сколько граммов? Так, теперь пользуемся вот свойством этих прямых, да? Уравнение линейное уравнение, в каком случае оно имеет бесконечное множество решений, в каком случае система линейных уравнений имеет одно решение, а в каком случае не имеет ни одного решения. Давайте вспомним. У меня вышло -1. Минус 1. Хорошо. То есть сначала нам нужно было записать это в виде y равно kx плюс b, да? А что должно быть, чтобы прямые лежали на друг друге? Хорошо, сейчас посмотрим. Вот первый 2х плюс y равно а мы можем переписать как... Давайте сначала вот так. 2х плюс y равно а минус 4х равно 2y плюс 2. Переводим вот в такой стандартный вид. Тогда сначала y равно а минус 2х. А тут 2y равно минус 4х минус 2. Верно? То есть здесь y равно минус 2х плюс а. Здесь y равно, если разделить на 2, минус 2х минус 1. Теперь, что мы видим? Мы видим, что у них, у обеих одинаковые да, и там минус 2. Теперь, когда там будет бесконечное решение, бесконечное количество решений, если вот эти два Когда уравнения прямые будут окажутся лежать... одинаковыми, А вы у минус 4х знак не поменяли? Ой. минус 4х, Вы сразу на минус 1 разделили? вот здесь, вот получается 2y я оставил, вот 2 перенес сюда, и затем это написал, поменяв местами.
2y минус 4x минус 2 равно 2y. Все хорошо. Теперь, если вот здесь вот этот а и вот этот минус 1 будут одинаковые, то получается, что оба уравнения какие? Извините, у меня вопрос. Мгм. И они почему выше? одинаковые? Они получатся одинаковые. Почему выше там, идет плюсовая, а ниже минусовая? Я это не понял. Выше плюсовая, ниже минусовая, где? Ну, в ответе, где y равно минус x плюс а, и там тоже ниже y равно минус 2x минус 1. Вот у меня есть. Это сверху это вот это уравнение, да? Я его переделываю, получается вот так. Внизу второе уравнение, другое. Минус 4х равно 2y плюс 2. Я сначала сделал вот так. Поменял обе стороны местами. Поменял. Просто 2y плюс 2 равно минус 4х написал. Затем плюс 2 перенес сюда. То есть 2y равно минус 4х минус 2. Теперь разделил с каждой стороны на 2. Y равно минус 4х делим на 2, то есть минус 2х. И вот минус 2 делим на 2, минус 1. Понятно. Теперь кто мне напомнит, какие три случая существуют и как их различать? Три случая решения. Да. Вы имеете в виду сложение, вычитание, подставление? Нет, не три способа решения. Я имею в виду три случая того. Вот три случая. Один вариант – это бесконечное множество решений, либо одно единственное решение, либо нет решений вовсе. Ну, когда бесконечность решений, тогда должны быть одинаковые уравнения. Ну да, по сути, k и b одинаковые. Когда параллельные, коэффициент должен быть одинаковый. Когда параллельные, то что? Коэффициент должен быть одинаковый. Да, коэффициент должен быть одинаковый. Теперь, если они будут параллельные, то что случится? Они не будут соприкасаться. Они не будут соприкасаться, и, соответственно, чего не будет? Решение. 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 Значит, вот в данном случае они какие? Параллельно. Вот, Здесь не в будет данном решения. случае и там угловые коэффициенты одинаковые. И тут минус 2х, и тут минус 2х. Соответственно, эти две прямые будут обязательно параллельны, верно говорите. И, значит, Не существует. не существует. Угловые коэффициенты одинаковые. Это означает, что либо параллельный, значит нет решений, либо это одна и та же прямая, то есть накладываются друг на друга. И тогда будет бесконечное много решений. Но такого случая, что точнее, что одно единственное решение в данном случае быть не может, если угловые коэффициенты одинаковые. Можно вопрос. Да. А что должно быть, чтобы они лежали на друг друге? Ну, как вы сказали, одна и та же прямая. В То есть уравнении. Да, два одинаковых уравнения, то есть два одинаковых прямых. Первый выходит минус 2х минус 1, второй тоже минус 2х минус 1. Ну, значит, они лежат друг на друге. Это одна и та же. Это может сколько? выглядеть вот так. Сейчас, минутку. Например, 2х плюс 3 равно 8, и 4х плюс 6 равно 16.
вот эти два уравнения накладываются друг на друга. Почему? Да. Потому что если второе поделить Они на 2, то равны. оно будет одинаковое с первым. Да. Вот это значит, что там бесконечно много решений. А если вот так, 2х плюс 3 равно 8, там, не знаю, 2х плюс... подождите, тут же не эти, не системы. Ну, суть понятна, да? Если будет такого вида y равно 2х плюс 1, а тут y равно 2х плюс 3, что это значит? То, что параллельно. Ну, что параллельный. Значит, общих двух точек у этих двух прямых нет. Значит, нет, соответственно, ответа тоже нет. Можно вопрос? Да. А вот если, допустим, вот эти два уравнения, и вместо а подставить -1, а вот если вместо y будет 2y, то тогда они не будут накладываться на друг на друга, да? Если будет вот так, первый y равно минус 2х плюс минус Плюс 1, -1. а А второе, второе 2y равно минус 2х минус 1. Тогда они не будут, да? да, потому что вот вы тут делите на 2, и тут не минус 2х, а минус 1х, минус 0,5. Тогда уже разные получились уравнения. Хорошо. Тогда вот угловые коэффициенты разные, свободный член тоже разный, значит, будет решение. Можно вопрос? Мгм. А сколько всего случаев бывает? 3 случая. Если это система из двух уравнений, из двух линеек, первое. Бесконечно много решений. Это можно понимать как то, что они накладываются друг на друга. Например, 2х, или давайте в общем виде напишу сразу. Y равно x плюс 1, и тут сразу же 2y, или давайте 10y равно 10x плюс 1. У этой 10x плюс 10, у этой системы бесконечно много решений. Потому что когда я второе уравнение разделю с обеих сторон на 10, у меня выйдет y равно x плюс 1. То есть, грубо говоря, там одно и то же уравнение. А у вас одно уравнение, а два неизвестных. Значит, в данном случае там все будет совпадать, что бы вы ни подставили. Потому что это одно и то же уравнение, одна и та же прямая. Второе. Мгм. Решения нет. Решений нет, потому что прямые не пересекаются. А прямые когда не пересекаются? Когда они параллельны. Например, y равно 2х плюс 3, а тут y равно 2х минус 4. Эти две прямые параллельны, потому что у них одинаковые угловые коэффициенты. То есть вот если нарисовать графики, просто один из них будет где-то такой, второй будет такой. Угловой коэффициент, кто помнит, что оно означает? Какой у него смысл? Что оно показывает? Наклон. Наклон, да, то есть у них одинаковый наклон. Просто один выше, другой ниже. Поэтому они параллельны, значит нет решений. Ну и третий случай. Это другие прямые. Y равно там 2х плюс 3 и y равно, не знаю, там 3х плюс 4. Вот тут уже будет решение, потому что это две разные прямые. Один будет 2х плюс 3, это будет... Так, как будет выглядеть 2х плюс 3? 0 и 3. Ну, пусть будет так, да, примерно покажу. А 3х плюс 4, наверное, будет как-то вот так идти. И у них будет какая-то точка пересечения. Одно То есть единственное решение. в третьем случае это просто две случайно прямые, которые один раз Пересекаются. пересекаются. Да. То есть, если они накладываются бесконечно много решений, если они параллельны, то нет решений, если они пересекаются, значит, есть одно решение. Здесь Хорошо. угловые Спасибо. коэффициенты разные, пустые члены тоже разные. То есть самое главное, чтобы угловые коэффициенты были разные. И тогда будет одно решение. Хорошо, следующее. Разложите на множители, нам говорят. То есть какой из этих случаев
Вот тут какой из случаев более похожий? Вот это, если раскрыть, получится такой ответ или нет, и так далее. Не. Я не Ну, знаю, Окей, получится у или меня нет. ответ у Б. меня Б. b. Хорошо, давайте разберем. А в квадрате плюс 6а плюс 6b минус b в квадрате. Что мы делаем? Мы находим одинаковые переменные, да? Вот тут как раз таки получается и тут а есть, тут есть b. Давайте тут а выведем за скобки. Что получим? А умноженное на а плюс 6. А тут, если это сделать, b умноженное на 6 минус b. Но вот это нам ничего не даст. Почему? Потому что дальше нет чего-то, что можно вывести за скобки. Давайте мы сделаем это немного по-другому. Мы тут замечаем одно из наших уравнений этого Можно АБ вынести. АБ. Да. Если типа вот так из первого вынести и из второго вынести. Мы можем а в квадрате тут взять и тут минус b в квадрате взять. Мгм. Переместить, да? А в квадрате минус b в квадрате. Тут плюс 6а плюс 6b. Да. Теперь, Эти. вот это Равенство, ФСУ. да. Да, это а минус b умноженное на а плюс b. Да. Формула разности квадратов. Вот здесь же есть общий множитель 6. Его выводим за скобки. А плюс b. Теперь у этого многочлена Общий и у множитель этого А плюс есть Б. общий множитель а плюс b, верно. Выводим его. Теперь внутри первых осталось а минус b, а здесь осталось плюс 6. И вот наш ответ. С. Это у нас как вариант С. В таких заданиях, если вот совсем не получается или подзабыли, на крайний случай можно оставить на потом, а в самом конце, ну, у вас же не тестовые задания будут. Но если в каком-то другом случае будет тест, можно просто проверить все варианты. Хорошо. Так, по этому, по 23-му, какие у кого есть вопросы по тому, как мы это разложили? Нету. Нет? А если, допустим, задача будет... Жан, у вас микрофон отключился почему-то. Извините. А если задача будет немножко просто отличаться, там примерно точно так же надо решать или Да, примерно по-другому? так же. То есть суть в том, что мы ищем то, что можно вынести за скобки. То есть то, что вот а в квадрате плюс 6а плюс 6b минус b в квадрате, это как формула идет больше или же просто пример задачи? Это просто пример, но а в квадрате минус b в квадрате это формула, да? Это формула разности квадратов. Тут могло стать плюс 8а плюс 8b. Решили бы так же, просто тут было бы 8, а не 6. 10а, 10b, тут бы стояло 10 и так далее. Как бы решалось бы, если там, допустим, ну, было бы деление, скажем так, или умножение? Но тут нет общего стандартного вида решения, да? Каждый раз решается по-своему. А вообще, ну, он вообще часто применим, и то есть особо будет разницы не иметь, если там плюс-минус. Да, то есть суть в том, чтобы надо найти общие множители, что можно вынести за скобки. И пробовать так делать, Все, я понял. пока в конце не получим выражение вида умножения. Следующее. Найдите наибольшее целое решение неравенства. 2х минус 7 деленное на 2 минус х деленное на 2 больше, чем х плюс 1. Так, вспомним, как решаем неравенство.
Наверное, Е ответ, либо С. Окей. Я вышел С. Мгм. Хорошо. Что нам нужно тут сначала сделать? У меня ответ С. Все умножить на 2. Общий Все умножить на знаменатель. 2. Да, общий знаменатель или все умножить на 2, разницы нет. Это может выглядеть 2х минус 7 минус х, деленное на 2, больше, чем х плюс 1. Умножаем на 2, получаем 2х минус 7 минус х больше, чем 2х плюс 2. Первый шаг, второй шаг. И теперь группируем. 2х минус х. И отсюда переносим 2х, переходит с обратным знаком, минус 2х становится. Больше, чем тут есть 2, и минус 7 переходит с обратным знаком, как плюс 7. И тут что мы получаем? Минус х больше, чем 9. Минус х больше, чем 9. 9. Теперь Получается, с обе стороны х меньше 9. х Х меньше меньше минус минус 9. 9. Да, х меньше минус 9. Есть наибольший минус 8 будет. Х меньше, чем минус 9. Хорошо. А не, минус Значит, 10. Минус 10, да, то есть. где-то тут 0, где-то тут у Перепутал. нас минус 9. Х лежит вот с этой стороны. Вот наши варианты. Минус 9, минус 8. Минус 8 где-то тут лежит, а х не там находится. Минус 9 не будет ответом, потому что у нас строго вот тут больше. Не больше равно, а просто больше. Значит, ответ минус 10. Хорошо, следующее задание. Можно вопрос? Да, слушаю. По прошлому? А, почему минус 10? Я не понял немного. Тут вопрос какой? Наибольшее целое решение. То есть нам нужно наибольшее целое число, которое меньше, чем минус 9. Все хорошо. Спасибо. Следующее задание. А разве условие задачи правильно составлено? Угу. Ладно.
Ответ В. В. Хорошо. Асия, что вы сделали? То есть стена содержит 15... ой, нет. Я от 100% отняла 60%. Мгм. У меня получилось 40%. То есть это масса сухой травы. Мгм. Затем я 1000 килограмм умножила на 40 сотых, и мне вышло 400 килограмм. Мгм. То есть у нас 1 тонна свежескошенной травы. Она состоит из 2 частей. Из влаги и самой травы. Да? 60% это влага. Значит, сама сухая часть там это сколько? 40%. Да, 40%. То есть 400 килограмм. 60. 400 килограмм. Теперь вот эти 400 килограмм уже не 40%. Теперь эти 400 килограмм соответствуют скольким 15? процентам? Нет, 15 это же А. влага. Сену. 100% сена. Нет, смотрите, что такое сено? Это высушенная трава, да? То есть была свежескошенная трава. Его высушили, получили сено. То есть выглядит вот так. Было так. Пусть вот это будет наша свежескошенная трава до этого места. Вот эта часть у него влага, а вот эта часть не меняется. Теперь что случится? Или давайте поменяю местами для наглядности. Вот я красным отмечу ту часть, которая сама действительно трава. Сверху вот 60% это вода. Затем его высушили. Что случилось? Ну, Вот эта сухой нижняя стал. часть, сухая часть, она не поменялась. Просто влаги стало меньше. Вот мы нашли, что в изначальном случае вот эта часть, это сколько грамм? Сколько килограмм? 400 килограмм. Значит, во втором случае это тоже 400 килограмм. Просто это было 400 килограмм, которые соответствуют 40% всего. А теперь эти 400 килограмм это сколько процентов всего? 85. 85. Теперь вопрос. 400 килограмм это 85% чего? Для этого, что найти, 400 делим на 85%. Получается 8000 делить на... 470,10 килограмм получается. 400 делим на 85 сотых. То есть 400 умножаем на 185. Да, сокращаем. Тут 17, тут 20. Получаем 8017, да? 8017. Это 470 целых. 10 килограмм. 10, да, выходит? 17 на 470. И 10, да. 470 целых, 10 килограмм. А 400 килограмм это что? 400 килограмм это сухая часть. Ой, черт. То Почему есть, делим на 100 минус 15? так. Сартай, вот эти схемы внизу вам понятны сейчас? Вот так. Вот у нас была трава. Там 60% была вода. Значит, 40% это сухая часть. Все это целиком 1000 килограмм. Значит, сухая часть это 400 килограмм. 40%. Да. Да. Теперь то же самое. Вот эта сухая часть как было 400 килограмм, так и осталось. Но при сушении что случится? Воды станет меньше. Да, вода уйдет. И там вода не И 60%. останется 15%. Да. Теперь вот эта сухая часть, это уже не 40%, это уже сколько процентов теперь? 85. 85%. Теперь вопрос. 400 это 85% чего? Скольких? Чтобы 400 найти? умножить на 100 и поделить на 85. Да, или просто 400 делить на 85%. Да. Все, тогда понятно. Мгм.
Хорошо, ребята, тогда наш сегодняшний урок на этом окончен. Можем выходить. Всем до свидания.